Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения «Диалог с народом» Юнусбека Евкурова. Приветствуем вас, дорогие телезрители и радиослушатели. Сегодня для вас работаем мы, Хава Султыгова и Юсуп Гелисханов. Также в проведении этой программы нам помогают Мадина Албагачиева и Зелимхан Калоев. Здравствуйте, мы работаем в Центре обработки звонков и сообщений, поступивших к нам в редакцию прямой линии. К этой минуте общее количество обращений свыше 500. Напомню, любой желающий может задать свой вопрос главе республики, позвонив по номеру 8 800 301 41 42. Звонок бесплатный. Трансляцию диалога вы сможете смотреть на канале НТРК и ГТРК Ингушетия, на официальных сайтах нашего канала, слушать на национальном радио на волне 88,8 FM. Также программу в прямом эфире можно смотреть на центральных площадях Магаса и Назрани, где сейчас установлены специальные экраны. И сейчас о новшестве этого диалога с народом. Впервые за все время проведения программы мы предлагаем вам принять участие в голосовании. Отмечу, оно бесплатная. Тема для голосования: как вы оцениваете работу глав муниципалитетов? Вот 3 варианта ответов, которые мы вам предлагаем. ИНК-1 хорошо, ИНК-2 плохо, ИНК-3 затрудняетесь. Присылайте смс-сообщение с вариантом ответа на короткий номер 3434. Сегодня в этой студии найдут свое решение многие проблемы. Это наиболее острые вопросы, которые мы выбирали из всех поступивших к нам обращений. В студии сегодня присутствуют волонтеры. Оно и понятно, ведь это год добровольцев, тем более эти молодые ребята, активные ребята помогали нам в подготовке этой программы. Уважаемые телезрители, я напомню, что вы можете смотреть прямую трансляцию диалога с народом в эфире национального телеканала «Ингушетия», на сайте нашей телекомпании в интернете, слушать на радио «Ингушетия» на частоте 88,8 FM, а также диалог с народом сейчас транслируется в эфире ГТРК Ингушетия. Ну а я напомню нашим телезрителям, что на протяжении всей программы мы будем принимать ваши обращения. В нашем колл-центре работает многоканальная телефонная связь. Ни одно обращение не останется непринятым. Все они обязательно будут впоследствии рассмотрены. Номер телефона указан на ваших экранах. А еще вы можете присылать смс-сообщение с кодовым словом «Диалог» на номер 4647. Также вы можете присылать свои обращения по мессенджеру WhatsApp по номеру 8 963 172 15 51. Я напомню, что звонки, обращения принимаются вплоть до окончания эфира. Ну а мы приветствуем главу Республики Ингушетия в студии нашей программы. Салам алейкум. Ваша Халт. Давайте начнем работу. Телезрители, всем добрый вечер. Ваша Халт. Обязательно волонтерская бера, шам баркол, диариасхал. Они лучше, и в вашем лице другие, которых здесь нету. Не только в подборе вопросов, организации этого мероприятия, но и во всех общественных, политических, религиозных и других мероприятиях всегда принимаете активное участие. Поэтому вас ставлю пример, и на вашем примере наши молодые ребята всегда должны себя проявлять везде на этих мероприятиях. Давайте начнем работу. Юсбек Бангиревич, сегодня произошло переназначение полномочного представителя президента Российской Федерации в СКФО. Вместо Олега Белавинцева на должность вступил Александр Матовников. Вопрос связан с тем, что вы вообще в целом скажете о новом назначенце и предыдущем, и как это отразится в целом на развитии округа и республики? Опыт назначения полномочных представителей в округах, в том числе Северокавказском, показывает, что у всех полпредов, на моем примере это и Александр Геннадьевич Хлопонин, и Сергей Ильич Меликов, Олег Евгеньевич Белавинцев и сейчас уже Александр Анатольевич Матовников. Вот все полпреды, они имеют конкретную задачу, именно помощь в социально-экономическом развитии регионов Северного Кавказа. Да, этим вопросом большей части занимается Министерство по делам Северного Кавказа, но тем не менее полпреды координируют деятельность, работу и, конечно, очень существенную помощь нам, главным регионам, оказывает. И вот эта преемственность всех полпредов с первого дня она присутствовала. Нам было комфортно работать со всеми полпредами. Уверен, что также будет и при новом полпреде, тем более и я, и другие главы, многие его знают лично.
Этот человек более чем принципиальный, честный, порядочный, настоящий и офицер, и генерал, герой Российской Федерации, патриот нашей страны. И уверен, что это назначение будет и преемственностью предыдущих полпредов, ну и скажется на выполнении тех задач, в том числе и майского указа президента, и других задач, которые сегодня стоят перед округом, перед страной. Юнусбек Мангереевич, это ваш первый в этом году диалог с народом. Вопросов очень много и темы разные. Но 2018 год, он вообще был очень насыщен на события. И самое главное – это выборы президента страны. Это победа Владимира Владимировича Путина. Ну и в день своей инаугурации президент страны подписал указ Российской Федерации на период до 2024 года. Говорится там о национальных целях и стратегиях развития нашей страны. Конечно же, это и снижение бедности населения вдвое, и вхождение в клуб стран 80+. Да, этих поручений очень много. А вот какие задачи поставлены вами перед правительством нашего региона? Мы буквально вчера заслушали правительство частично. Да, 12 национальных проектов в рамках майского указа выделяется довольно серьезные средства, более, почти 1,5 триллиона рублей на выполнение вот этих национальных проектов. Там и образование, и здравоохранение, и другие сферы деятельности. Вообще вся сфера деятельности жизни человека непосредственно. Мы в этих проектах участвуем по всем направлениям, и правительство уже имеет эту задачу. Именно выделить те проблемные направления, и эти проблемные направления защитить в профильных министерствах федеральных, и потом с этим предложением уже непосредственно выйти на то, чтобы ежегодно до 2024 года получать помощь, в том числе федерального центра, использовать местный бюджет для того, чтобы выполнить эти задачи. Ключевыми задачами, помимо решения социальных проблем, а если брать здравоохранение, это мы довольно серьезно с помощью федерального центра шагнули вперед, но тем не менее у нас не хватает ряда направлений. Это многопрофильная больница, которая обязательно должна быть, это психоневрологический диспансер, это Суджинская больница, но мы ее уже в этом году начинаем строить, она уже в программе есть. Это будут новые корпуса 4-этажные, и, буквально я на днях проверил место, где это будет, и великолепно там будет все обустроено. Но при этом Малгобекская районная больница и Карамбулакская больница. То есть вот это, помимо этого ряд направлений, это дооснащение онкодиспансера, дооснащение детской больницы республиканской и других медицинских учреждений. То есть если брать ФАПы, построить там машину, карету скорой помощи, но фундаментально вот эти направления. Если мы это делаем, то на период, как минимум на 20-30 лет, мы задачу решаем по медицинскому обеспечению населения именно инфраструктурой. А с учетом нового оборудования поступающих, это уже замена старого на новое, это будет уже постоянно. Это раз. Если брать здравоохранение, здесь мы с вами должны понимать, что мы должны выполнить майский указ президента еще предыдущий по 100% обеспечению дошкольными учреждениями. А сейчас еще новая задача – это и ясельными группами. То есть если у нас задача стала с 3 до 7 лет, то теперь с 2 до 3 лет, в том числе ясельными группами. И здесь эта задача, все это расписано. Вчера мы коррективы вносили, сколько нам нужно дошкольных учреждений и сколько надо ясельных групп, чтобы эту задачу выполнить. Также школы. Это реконструкция старых школ, строительство новых, не допустить трехсменки. Также и другие проекты, направления по линии Минобразования, тоже контору и так далее, и так далее. Если брать объекты культуры, если брать в том числе и задачи по снижению безработицы. Только что вы сами сказали, если по уровню жизни и опять же, то, что требует Владимир Владимирович, это здоровый образ жизни, целое направление и там стоит. И здесь в комплексе и здравоохранение, и образование, и Министерство спорта, и Комитет по молодежи, Комитет по туризму, то есть профильное министерство, которое отвечает за здоровье нации. Да? Как мы проводим эту работу? Одно дело, когда мы просим федеральный центр построить какие-то инфраструктурные вещи, другое дело, когда мы с вами четко выстраиваем схему в профилактике и по противодействию наркомании и новым проявлениям. Сегодня буквально по этому поводу
на примере Татарстана министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев проводил селекторное совещание. Есть примеры, где мы можем взять это на себя. И, то есть много-много вопросов в этих майских указах. Поэтому мы по всем 12 стандартам, конечно, сейчас готовим материалы. Буквально на днях вице-премьер, который отвечает за регионы, Виталий Мутко, проводил совещание с новым министром по делам Северного Кавказа Сергеем Викторовичем Чеботаревым в Пятигорске. И мы там уже дополнительно обсудили эти вопросы и определились со сроками, когда мы должны представить эти все проекты. Поэтому я хочу заверить наше население, жителей республики, что до 2024 года будет интенсивное развитие республики, так же, как и других регионов страны. И под это, я еще раз повторяю, с этого года будет на каждый год закладываться довольно серьезные средства для того, чтобы эти задачи решить. Язбек Бангиреевич, конечно, в реализации задач большую поддержку республики оказывает федеральный центр. Благодаря вашим хорошим отношениям с федеральными министрами удалось сделать многое в нашем регионе именно за последние 10 лет. Вы неоднократно заявляли, мы имеем возможность в этом убедиться, что федеральный центр оказывает существенную поддержку в развитии Ингушетии. Как вы считаете, изменения в составе правительства Российской Федерации не скажутся на развитии Ингушетии? Ну нет, не скажется ни в коем мере. Во-первых, независимо новые лица или старые лица, аппарат правительства Российской Федерации работает жестко в уже выстроенном схеме и режиме. Это раз. Второе, все так называемые новые лица, они в свое время уже занимали определенные должности. Та же Татьяна Алексеевна Голикова, я, если помните, как-то говорил, что тому человеку, кто внедрил и добился программы модернизации здравоохранения, надо было ставить памятник. Да? Благодаря этой программе мы буквально за короткое время, мы и страна, обновили современное оборудование, аппаратурой и текущим ремонтом все наши лечебные учреждения. Вот это как раз за этим законопроектом и за этой программой стояла Татьяна Алексеевна Голикова. Поэтому она не старый человек, не новый человек в правительстве, это человек, который уже прошел этапы. Поэтому, конечно, от всех мы ожидаем помощи и получим помощь, в этом нет сомнений. И никакого сбоя взаимодействия в работе здесь не будет. Язбек Бангиреевич, меньше 2 недель назад завершился месяц Рамадан, да, месяц благих дел, и помощь оказывается населению очень большая. Муниципалитеты и администрации, и в том числе меценаты, за что им мы, конечно, благодарны. Очень много просьб и обращений поступает к вам в социальные сети. И приятно отметить то, что эта помощь, она оказывается. Сколько бы ты помощь не оказывал, меньше желающих не становится. У нас есть одна такая ярко выраженная проблема. Когда мы хотим оказать помощь малоимущим, иногда в эту схему вмешиваются те, которые не совсем малоимущие, которые могли бы уже сами своими руками, своей головой что-то зарабатывать, что-то делать. Но это тоже никуда не денешься от этого. Помощь она была и будет. И здесь не только фонд солидарности, а многие наши благотворительные фонды здесь участвуют. Главы муниципальных образований имеют задачу непосредственно. Но при этом я всегда требую так, если во дворе, в доме есть здоровый мужчина, дайте ему стройматериал, пускай он приглашает своих родственников, своих братьев, сестер, и вместе тогда строить себе дом. Когда, я понимаю, конечно, но нам бы помочь одиноким женщинам, где с детьми, некому мужчине нет дома, или там, где мужчина инвалид или физически не может работать. А там, где здоровый мужчина, мы даем стройматериал и все-таки призываем его родственников, его самому тоже включиться. То есть мы даем удочку, иди поработай. Это раз. И вторая тема, когда мы, там есть даже, были сейчас моменты, крышу починить, ворота поставить, окна поставить, какие-то вещи есть. Когда мы этому же мужчине или этой женщине даем возможность где-то поработать и заработать в разовые, сколько денег нужно, заработать деньги. И здесь тоже мы это практикуем. Почему? Потому что просто так разлагать людей, дайте нам все, а вы ничего не делаете. Так не бывает. У нас есть такая форма, как общественная работа, где, если включиться, можно хорошие деньги заработать по линии Министерства труда и социального развития. У нас есть возможность, в том числе через благотворительные фонды, участвовать в каких-то акциях и тоже зарабатывать. У нас разные есть возможности. И мы пытаемся, чтобы люди все-таки сами тоже что-то зарабатывали, чтобы им было не стыдно, и чтобы их никто не упрекал, что им кто-то дал. Они заработали, и для них это приятнее.
И когда я с этими людьми соприкасаюсь, они сперва есть недовольны, они там, дайте нам, а мы сами разберемся. А когда они заработали, когда потом как-то вот пересекаешься, они говорят спасибо, что дали возможность заработать. Вот так правильно. Но при этом, я еще раз повторяю, есть те люди, которым надо помогать, у которых нет, там, как мы говорим, там, здорового мужчины дома, который может там содержать семью. Там, конечно, надо помогать. Но мы будем продолжать это делать. Язбек Мангелеевич, один из наших земляков, проживающий за границей, нам пишет: пишу из Франции, где я живу последние годы, можно сказать, счастливые годы жизни. В 2013 году я уже общался с вами в прямом эфире. После чего я приехал домой, и благодаря программе адаптационной комиссии я вернулся к нормальной жизни. Сейчас у меня семья, дети, все хорошо. Выражаю вам слова искренней благодарности, хотел бы задать вопрос, который волнует многих ингушей, проживающих в Европе. Это сохранение традиций и языка наших детей. Да, я понимаю, что родители должны заниматься этим вопросом, но возможно ли, чтобы сюда приезжали наши театры, ансамбли? Спасибо. Да, спасибо. Благодаря адаптационной комиссии многих поставили на нормальный путь, хотя сегодня тоже есть те, которые спотыкаются на ровной дороге и почему-то пытаются уйти в сторону от нормального пути. Но это такая бесконечная дорога жизни. Но и этому парню я хочу сказать, что мы можем направлять. Вот сейчас у нас только что, чтобы он был в курсе, наверное, уже в курсе, там у нас Боков Иса, наш представитель во Франции. И там сейчас я его тоже попросил, чтобы он собрал всех наших представителей, по крайней мере, дал сигнал и проинформировал всех наших представителей диаспоры в Европе, которые проживают. У нас буквально сегодня же туда прилетела наша культурная программа, то есть Министерство культуры вместе с министром культуры, там гастроли во Франции, будут выступать с концертами, с программами, со всеми делами. Но я еще раз обращаюсь к нашим землякам за пределами. У нас бюджет дотационный, и тот, кто хочет видеть коллективы, мы не против. Но вы тогда определитесь, найдите средства и оплатите дорогу туда-обратно, и проживание, там, питание, ну, элементарные вещи. И тогда, конечно, несложно направлять там, по графику наших артистов туда, чтобы они изучали. Ну и насчет изучения родного языка, я повторяю еще раз, я был в 2012 году в Европе, и в 2012 году был в Казахстане, я приводил этот пример. Мне было очень приятно, что я здесь дома об этом говорил. Они в совершенстве знают ингушский язык, но при этом знают несколько иностранных языков. Они в совершенстве владеют там, традициями, обычаями. И здесь там не каждый подойдет и скажет, вот и дадык хелха, или сердик хелха. Там каждый подходит, и вот и сердик хелха, маш валха. Слово вот и дядя, здесь нам тоже ингушите, а там это не забыли. Помнят, поэтому молодцы, так и надо держать, поэтому я уверен, он правильно сейчас сказал, родители должны, конечно, быть инициаторами сохранения этого всего, но тем не менее мы должны со стороны государства это поддерживать. К нам поступило такое обращение, но, к сожалению, вот с наступлением летнего периода возникает проблема с водоснабжением в регионе, в некоторых его частях. Вот обращение сельского поселения Плиева, там нет воды несколько дней, и с прошлого года, в принципе, ничего не изменилось, говорят жители. Когда будут приняты действенные меры по устранению этой проблемы? Да. Кстати, по Плиеву в том числе там изменилось многое. В прошлом году там некоторые там прокладывали или водопровод делали. Там есть нижняя часть, верхняя часть, где есть новостройка, так же, как в других местах. И там, где дома ставят без инфраструктуры, конечно, получается, там и воды нет, и газа нет, и света нет, и такие проблемы тоже получаются. Мы в этом году должны полностью завершить по Плиеву. Я вчера, позавчера, опять же, заслушал очередной раз. Конечно, власти должны там воду поставлять, людям помогать по воде. Но сегодня надо потерпеть. Мы столько лет этой воды ждали. Во многих селах эту проблему закрыли, но пока у нас нет таких физических возможностей. И с помощью Роснефти, лично Игоря Ивановича Сечина, мы продолжаем эту акцию, решаем эту проблему. И в этом году мы окончательно должны закрыть тему с водой в Плиево, в том числе Плиево, Газиёст и ряд населенных пунктов, там Кантыш, Водолаково. Почему? Потому что мы
в прошлом году подсоединяли к Назрановскому водозабору, к общим скважинам. А в этом году уже по проекту это будет отдельная скважина именно для Плиева, для Газиюрта. Отдельная скважина, отдельный резервуар, и они не будут соприкасаться с городом Назрань. Поэтому я уверен, что в этом году мы эту проблему решим. Единственное, я прошу еще раз, надо потерпеть. Почему? Потому что это годами стояла эта проблема, и ее там в один день не решить. К нам поступило еще одно обращение. Только теперь уже проблема не с водоснабжением, а с газификацией. Жители северо-западного микрорайона населения Троицкое спрашивают, когда будет решен вопрос в их микрорайоне. Вот дома они построили и не имеют возможности туда заселиться. Вот как раз и вопрос. Это новостройка или микрорайон? Новостройки. Микрорайон, да, новые новостройки. Это новые дома. Новые дома. Да. Это, я просто хочу понять, что за новые дома в Троицком. Новые дома, это какие Вот дома? Частные дома. Там у нас нету такого микрорайона по квартирному фонду. Поэтому надо понять, если эти частные дома они построили, то там, может быть, нет инфраструктуры. Потому что люди получили бесплатную землю, это тоже незаконная схема, и построили там дома. Но при этом у власти, у государства, тем более у муниципальных властей нет уж точно денег на дороги, на свет, на газ. Поэтому давайте мы уточним, что за дома такие. Если это по фонду реформирования ЖКХ аварийные квартирные дома, здесь другой вопрос. Но, насколько я помню, что у нас проблемы в Малгобеке, в Карабулаке, в Назране, но уж точно не в Троицком. Вот давайте уточним. И если это, как говорю, частное жилье, там надо думать, в том числе и власти на местах, и жителям, сколько нужно средств на дороги, на свет, на воду, и совместно с властью там софинансировать эти проекты. Потому что власти эти вопросы не решит просто так. Ну и как мне сейчас сообщают, у нас все-таки есть телефонный звонок. Вы в студии, вы в прямом эфире. Алло, мы вас слушаем. Алло, Да? Наш наследник. Уважаемый Инусбек Муаткеевич, приятно вас слышать. У меня вопрос касаемо сельского поселения Плиева. О наболевшем. У нас уже 100 лет нет воды. Безусловно, она родимая. Вот. Если вот сравнивать, например, с сельским поселением Яндери, если там вопрос хоть как-то был решен, то что происходит в нашем родном и любимом Плиево? Я туда переехала недавно, я туда вышла замуж. Я думала, что в Карабулаке адская история, но оказывается, это вообще рядом не стояло. Вот. И вот мне бы хотелось узнать, что-нибудь происходит, чтобы эта вода наконец пошла. Ну, да, я, конечно, не шучу, но все равно чуть-чуть юмором скажу. Когда замуж девушка сейчас выходит, спрашивает, корова есть дома или нет. И исходя из этого принимает решение, выходить замуж или нет. Сейчас новая мода, да, должна пойти. Выходишь, спрашиваешь, вода есть в селе или нет. Потом, исходя из этого, решение принимаем. Да, это, конечно, я грустный, я понимаю прекрасно, что людям без воды это не смешно слушать. Я только что об этом объяснял по Плиеву. Буквально я в течение буквально недели вам точно доведут график, когда мы в этом году завершим полностью проблему по воде в сельском поселении Плиева. Вот у нас обращение, да, мы в Магасе построены 3 общеобразовательных учреждения. Вопрос с доступностью и качеством образования закрыт. Но вот возникла другая проблема. Я зачитаю, процитирую обращение. Когда будет решена проблема с зачислением детей в школы, особенно в 1 класс? Моему сыну в декабре исполнилось 6 лет, пора в школу. Я подала документы в первый приемный день 3 февраля 2018 года. На 3-й день нам позвонили и сказали, что нам отказано. Свой отказ мотивируют тем, что мой старший мальчик учится в лицее. В лицее нам тоже отказали. Якобы мы относимся к гимназии Марем. Но у нас есть прописка и факт проживания с 2010 года. Очень надеюсь, что моя проблема решится. Ну, я не знаю, почему здесь эта проблема выходит на уровень главы республики. Я повторяю еще раз. Все дома, все районы, микрорайоны Магас, они прикреплены к конкретной школе, к конкретному дошкольному учреждению. Поэтому все должны, независимо, когда человек говорит, нет, я не хочу здесь, а там, так вопрос не решается. Все должны учиться там, где они прикреплены. Вот в этом есть проблема. Если есть у нас такие, я с этим сталкивался, когда мать говорит, я хочу вот туда, типа моя сестра учителем работает, я туда хочу. Ну, мы так не можем решать, хотелки решать всех. Это одно.
Поэтому надо просто этот вопрос еще раз поднять. И я так понимаю, с этой проблемой только многие проблемы, у многих такие проблемы. Но хочу еще раз заявить, мы буквально 3 дня назад утвердили, места определили. Мы в этом году начинаем строить одно дошкольное учреждение, 2 школы в Магасе. И когда мы эти 2 школы построим, они будут там на 740 мест, каждая школа. Нам будет уже достаточно, как минимум на ближайшее время, уже там по школам. Единственное, еще раз повторяю, родителям надо просто в том микрорайоне смотреть, за какой школой вы прикреплены, и там уже учиться. Опять же, я уже говорил об этом, если один ребенок учится уже в этой школе, то если к этой школе прикреплены, второй ребенок должен сюда идти. Если же этот ребенок учится в этой школе, здесь адрес не прикреплен, надо его открепить от этой школы, перевести в ту школу, где он прикреплен. Но желательно так, чтобы нежелательно, а должно быть так, это уже обязательно должно быть для директоров школ, для Министерства образования, для муниципальных властей, что не может быть мама, чтобы ребенка 1 класс повела в одну школу, во 2 класс повела в другую школу. Дети должны учиться в одной школе. И в садик ходить в один должны там. Чтобы одна мама его взяла, повела и привела. То есть мама не может разрываться на 2 части. На это уже обращаем внимание. Поэтому все вопросы, я еще раз жителям заявляю, что те вопросы, на которые мы сегодня не успеем ответить, там, и понятно, что на все не успеем ответить. И вот такие вопросы, которые там уже в прямом эфире прозвучат, у нас, как и в прошлые годы, будет комиссия работать под председателя правительства. И на каждый вопрос мы найдем ответы в том числе. Ну и далее сообщение, которое к нам поступило, писал его явно очень патриотически настроенный человек, я его зачитаю. Я 5 лет назад задавал вопрос с предложением о том, чтобы выпустить корабль, названный в честь Ингушетии. Корабль выпустили, но почему призывники из Ингушетии не могут служить на этом корабле? Да, во-первых, корабль не выпустили. Не выпустили еще, да? Да, выпускает новую банкноту, выпускает голубей, а корабль спускает на воду. Его нельзя выпустить. Это раз. А если серьезно, у нас корабль заложен, и малый ракетный корабль, заложенный в Зеленодольске, в Республике Татарстан, и он должен быть спущен на воду в этом году или же в начале следующего года. Это раз. Второе, нет такой задачи, чтобы именно на этом малом ракетном корабле служили все ребята, или весь экипаж от Ингушетии. Почему мы и военкомату поставили задачу, чтобы наши ребята поступали, в том числе и в военно-морские училища. Вы знаете, что недавно на Питерском форуме мы подписали соглашение с военно-морской академией, и там уже учатся 6 наших ребят. И одной из задач стоит там, чтобы туда поступали, в том числе, наши ребята, которые должны в последующем служить в военно-морском флоте, в том числе, если посчастливится, на малом ракетном корабле «Ингушетия». И плюс на срочную службу или по контракту то же самое, ребята должны идти в военно-морской флот, и тогда мы можем уже определить, и уже через главкома военно-морского флота попросить о том, чтобы именно наши ребята тоже частично служили на этом малом ракетном корабле. Я уверен, что когда он будет спущен на воду, и когда до Лайнделя мы туда приедем торжественно отмечать это событие, там уже будут стоять в строю ребята из Ингушетии. Ну, все еще впереди, да? Да, все еще впереди, да. В связи с тем, что 2018 год объявлен годом волонтера и добровольца, мы пригласили в свою студию волонтеров. Давайте предоставим им слово. Есть ли желающий задать вопрос главе республики? Первый доброволец. Они же все добровольцы. Или у вас есть первый, второй? Нет. Нет, давайте мы сидя поработаем. Я же сижу, да? Сэдди Клашин. Добрый вечер, уважаемый Юнусбек Бангиреевич. У меня такой вопрос. Вот несколько лет назад у нас не было вообще своих детской команды по хоккею. И никто не верил, что у нас появятся свои детские команды, своя ночная хоккейная лига и 2 ледовые арены. А вот у меня такой вопрос. Вот планируется ли введение секции по новым направлениям, то есть в развитии спорта? Да, планируется, конечно. Я должен сказать, что у нас не было вообще понятия хоккей. Но сегодня ребята хорошо играют, хорошие тренеры, и я уверен, что у
наших хоккеистов есть большое будущее. Но опять же мы планируем, мы создали более 17 федераций. Единственная проблема сегодня и вчера, и позавчера — это в том, что бюджет республики дотационный, и мы не можем содержать спортивные секции, спортивные команды. И здесь надо, конечно, президентам федерации максимально проявлять инициативу, выходить на тех наших земляков, кто есть возможности и средства поддерживать команды. Уже примеры, ряд таких примеров уже есть. Там, например, тот же Галаев Асап создал там бойцовский клуб «Ескар». Поддерживает, финансирует. Тот же Башир Куштов создал борцовский клуб «Кушт». То есть есть возможности людей, и, конечно, нам надо шире распространять эту практику, и должны быть наши меценаты, спонсоры, которые поддерживали наш спорт. А нам надо, буквально на днях я смотрел чемпионат уже там СКФО, кажется, или республика по гимнастике. То есть у нас есть много направлений, и здесь надо просто максимально включаться спонсорам, которые поддерживают наш вид. Мы будем развивать, тем более, только что мы говорили про майские указы президента, в том числе, где довольно серьезно уделяется вопрос здорового образа жизни и спортивной тематики. Сейчас нам сообщают, что у нас есть звонок в студию. Давайте примем его. Алло, здравствуйте. Вы можете задавать свой вопрос главе республики. Уважаемый Языбек Маматкеевич, я жительница сельского поселения Галашки. Хочу выразить вам огромную благодарность за открытие Дома культуры в нашем поселении. Наши дети с огромным удовольствием ходят туда. Очень хороший директор и дружелюбный коллектив. Большое количество кружков там открыто. Танцевальные, вокальные, художественные, бисероплетение, вязание. Детей также учат играть на балалайке и гармошке. Также вы нас порадовали открытием больницы и школы. Хотела бы у вас спросить, планируется ли в нашем селе строительство детского сада? Заранее спасибо за ответ. Спасибо. Будет обязательно детский сад. Кстати, вот у вас Дом культуры работает, а с Сурхахов приходит сообщение, что Дом культуры еще не заработал. Поэтому я завтра направлю главу села и главу района к вам туда, в Галашки, чтобы проверили, почему у вас работает, а в Сурхахах Дом культуры не работает. Единственное, надо, конечно, полностью осваивать те площадки, которые для вас строятся. Мы в каждом селе сегодня делаем, и очень много делаем, и строим, и развиваем. И в этом году мы начинаем строительство почти, на память не помню, делали 16 или 15 дошкольных только учреждений. Поэтому дойдет очередь и до Галашек. Мы в этом году завершаем строительство школы и начинаем строительство детского сада в Мужичах. Это то, что я помню. По Галашкам я тоже не помню, но обязательно в программе это есть, и вы получите детский сад в том числе. Спасибо вам большое. Обращений и звонков на диалог с народом активно работает наш колл-центр. Давайте предоставим им слово. Ну что ж, спасибо, коллеги. В колл-центр продолжают поступать звонки и сообщения. Я напомню нашим зрителям, что вы также можете позвонить в прямой эфир и задать свой вопрос главе республики по номеру 8 800 301 41 42. Также отправлять свои сообщения вы можете на короткий номер 4647 с кодовым словом «Диалог». Либо на WhatsApp по номеру 8 963 172 15 51. Кроме того, напомню о новшестве этого диалога с народом, о голосовании в котором может принять участие наш зритель. Тема голосования: как вы оцениваете работу местных глав муниципалитетов? Варианты ответов: Инк-1 – хорошо, Инк-2 – плохо, Инк-3 – затрудняюсь ответить. Свои ответы присылайте на короткий бесплатный номер 3434. В майских указах 2012 года основной акцент был сделан на поэтапное повышение заработной платы. Наш регион достиг целевых показателей, установленных в дорожных картах, однако в редакцию телепередачи поступил еще один вопрос от работников мемориала памяти и славы. Почему в прошлом месяце снизилась заработная плата работников комплекса и планируется ли повышение ее в дальнейшем? Да, вопрос мы переадресуем министру культуры непосредственно. Почему? Потому что по экономике, по зарплате мы идем ровно, там где-то даже с превышением, у нас нет хвостов в этом плане, но надо понимать, что и среди медработников, и среди работников образования, работников социальной сферы, культуры есть градация, средние специализации там, и другие направления. Надо просто разобраться, куда от нас, к какой категории относится у нас
работники именно непосредственно мемориала памяти и славы. Мы изучим эту тему, и я дам поручение правительству. Но уж точно вы не можете получать ниже, чем установленная зарплата. Это я уж точно знаю, потому что мы каждый месяц подводим итоги и заслушаем по этому поводу руководителей. Если вы сегодня получаете определенную зарплату, значит, она соответствует тому, что уже определено в среднем и по экономике, и указом президента. Ну, дополнительно я дам поручение, чтобы провели. Очень интересный вопрос поступил из города Сунжа. Жители города лишились очень важного для них объекта. Там функционировала баня в течение какого-то времени. Уже несколько лет она закрыта. От имени большого количества жителей Султан Богатырев обращается к вам с просьбой решить эту проблему, отремонтировать и, если возможно, открыть. Ну, надо было все-таки Султану Богатыреву и другим инициативным таким... Банщики — это такие люди, которые там такая мощная такая коалиция, которая плотно держится вот на этом на бане. Это такая целая традиция, целая культура своя. Потом надо было бы собраться, я дам поручение главе города, чтобы они собрались, эти банщики, нашли спонсора, инвестора, чтобы зарабатывать на этом. Я дам возможность им возродить эту баню, каким-то образом сделать так, чтобы эта баня работала. Но они должны быть инициаторами в этом направлении. Поэтому если они вот сейчас нас слушают, наш протокол, все остальное, это поручение тоже буквально пойдет, на особый контроль возьмем. Но от них сама должна быть инициатива. Почему? Потому что из бюджета деньги на баню там в Сунже, конечно, не дам, у нас их нету. Это должен быть инвестиционный проект, где люди будут собираться. Единственное условие там будет, что баня будет работать до 21 часа, не более. Ночных бань там мы не будем делать, только будет до 21 часа. Вот будет быть такая тема. Давайте примем еще один звонок в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Вы можете говорить, задавать свой вопрос. Алло, Саид Хошин. Наша удачная концерт. Скажите, пожалуйста, меня зовут Мака Дахильгова. Мы живем в городе Воинская Слава, Малгобек. Работаем в сельском поселении Новый Редан. Каждое утро ездим на работу. И вот именно эта дорога от памятника в виде танка до Нового Реданта, она достаточно интенсивно загружена грузовым транспортом, и, соответственно, дорога немножко испортилась. Как-то это можно урегулировать, этот вопрос? Спасибо. Ну, наверное, мы все видели, как сегодня довольно серьезно совершенствуются муниципальные дороги в том числе. У нас в этом году начало реконструкции федеральной дороги, в том числе это в один из национальных проектов тоже будет входить по майскому указу федеральная автомобильная дорога. А муниципальная дорога у нас довольно серьезно ремонтируется. Если брать, мы в ближайшее время будем открывать вот этот участок дороги от Кантышевского перекрестка там, в сторону Малгобека. Это довольно серьезная протяженность, хорошо сделана дорога, качество дороги. А от Малгобекского круга до Малгобека у нас в проекте стоит, там уже проектирование сейчас идет, там довольно серьезные средства нужны. Мы знаем, что там плавучие грунты, серьезная там обстановка. И поэтому, конечно, там нужны средства довольно серьезные. Потому что сейчас проект завершится, и на следующий год он стоит у нас в плане, для того, чтобы реконструкцию сделать этой дороги. А уже в 2020 году реконструкцию полностью от Малгобекского круга в сторону уже Аки-Юрта, Горогорского, в ту сторону. В редакцию нашей программы поступает очень много звонков. Мне сейчас говорят, что один из них поступил. Алло, говорите, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос главе республики. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Радик Арусора, житель Газиюрта. Что сказал, что в школе ген, Багдист, Радик в школе ген. Что школ нет Радик Ар. Бисай Идрис Усор. Дали школы, еге, садик, еге. Кам едешь? Дали легион. Школа, хуге, садик, хуге и кайол и физкультурный объект, хуге, школы, садики, укшаровы, дают гели, а по физкультурному. Дал задолт. Что безым бош, те гайра, дал я тубакл. Но ухкера обязательно юрта жимаст на графике или в домах культуры, или в администрациях там развешивать графики, когда начнутся строительство, завершение вот этих социальных объектов, школы, садики, кайол хамид, далендали.
Спасибо вам за звонок. Мы продолжим. Итак, давайте представим вновь слово нашим волонтерам. Есть желающие? Маша Даша. Меня зовут Мустафа Гамкартиев. Юнусбек Маматкаревич, я не помню точно когда, но несколько лет назад была проведена большая реконструкция стадиона имени Руслана Аушева. И там привезли новую дорожку с современными технологиями. Еще там есть свободные новые помещения. У меня вот такой вопрос. Почему там не проводится работа для привлечения предпринимателей, чтобы там открылись, ну как бы сказать, спортивные организации? Ну там спортивные магазины, сувениры и все такое. Спасибо. Ну, здесь вопрос, стадион мы хорошо реконструировали, это в рамках было фестиваля культуры народов Северного Кавказа, культуры и спорта народов Северного Кавказа, а в частности Кавказских игр. И здесь, конечно, работа больше Министерства спорта и администрации самого стадиона. Научиться найти предпринимателей. Буквально я на днях это поручение еще раз дал. Ну, и желающих, пользуясь случаем, хочу сказать, если есть желающие из числа малых средних предпринимателей, там хорошие помещения, где можно было бы и торговые точки по продаже спортивного питания, спортивной одежды, в том числе и тренажерных залов, можно было бы там спокойно сделать. И если желающие есть, мы даже сможем какой-то там на какой-то период, там, на 3 года там, и более, там, и безвозмездную аренду передать это все. Вот если желающие есть, обращайтесь напрямую и на меня выходите через управление, и напрямую в Министерство спорта. Юнусбек Маматкаревич, республика наша налаживает постоянное взаимодействие с различными странами иностранными, в том числе с арабскими государствами. И вот по этому поводу заключается она в основном, конечно, не только в культурном обмене. Мы ездили туда, наши артисты, да, показывали свою республику, представили, но и в товарообороте. И вот нам пишет участник региональной общественной организации пчеловодов Республики Ингушетия. Процитирую. Как известно, недавно состоялся визит главы республики в Катар. Планируется ли постоянный экспорт нашего меда в другие государства? Думаю, этот вопрос не безразличен всем пчеловодам. Ну, если что останется, надо посмотреть, да? Мы же не можем весь мед отправить, а сами без меда жить. Ну, планируется и в Катар, и в Саудовскую Аравию. У нас же первая пробная партия уже находится, там уже занимается поставками в Саудовскую Аравию, и в Арабские Эмираты планируется. Поэтому после Мархаш, после месяца Рамадан мы планировали заседание совместной рабочей группы. И обязательно мы это заседание проведем и обсудим дальше вот то взаимодействие по поставке продукции сельхозпроизводства, в том числе и меда, в арабские государства. Один из наших земляков, отмечу, что много пишут из-за границы, ингуши, которые проживают за границей. Один из них, проживающий за границей, пишет: «Здравствуйте, проживаю за пределами Ингушетии, слежу за новостями в сети, но нигде не могу найти внятной информации по судебному процессу над Магомедом Хазбиевым. За что его до сих пор содержат под стражей и на какой стадии процесс над ним?» Это большой-большой секрет. Даже я не знаю, за что. Поэтому я не хочу эти вопросы